Здравствуйте! С вами я, Саиджон Сулейманов, с программой «Арена». Передача «Арена» будет посвящена событиям из мира спорта. Средства массовой информации были и остаются надежными помощниками физической культуры и спорта, помогая раскрывать их социальную значимость в жизни общества, показывать высокие физические возможности людей, внедрять опыт оздоровительной работы в массах. Высокие достижения таджикских спортсменов на международной арене вызывают массовый энтузиазм, единство самых разных социальных кругов, гордость за свою страну. И сегодняшняя наша передача будет посвящена спорту номер один, его величество футболу. К вашему вниманию, дорогие друзья, предлагаем интервью с легендой российского футбола, экс-главным тренером московского «Спартака» Андреем Чернышовым и пресс-атташе ташкентского «Локомотива» Евдокимовым Раимовым. Поехали! Андрей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день, рад вас слышать, рад вас видеть, давно не виделись. Да, я тоже очень рад вас видеть, Андрей Алексеевич. Первый вопрос. Расскажите вообще о команде Мухаммедан, как вы попали туда и стартовал ли чемпионат Индии, потому что я смотрел в интернете, пока еще чемпионат не стартовал, я так понимаю. Да, начну с того, как все это началось. Я работал в Македонии, в этот момент позвонил мне агент Ковати Лавпур и сказал о том, что один индийский клуб ищет тренера, и было бы мне это интересно. Я сказал, что я готов рассмотреть. Мы начали общение с руководителями клуба, это было 3-4 видеоконференции. Я изложил свою позицию, свое видение работы, они изложили свои мысли, как они хотят видеть будущее клуба, его развитие. Мы обсудили финансовые условия, и через какое-то время они снова вышли на связь и сообщили о том, что готовы со мной сотрудничать, если меня устраивают те условия, которые они предложили. И я на это согласился. Это было в конце мая. Потом я проводил отпуск в Москве. Мы подписали контракт, и я уже занимался тем, что просматривал игры команды, которые они проводили в прошлом сезоне, и просматривал игроков, которые предлагались в команду. То есть работа уже велась и в Москве. И вот 16 июля я вылетел уже непосредственно в Калькутту и здесь познакомился лично и с руководством клуба. И 23 июля мы начали тренировки, познакомился с игроками, с обслуживающим персоналом. И уже вот тренируемся, скоро начнутся товарищеские игры. Мы в силу того, что погода не позволяла играть, иногда были такие дожди, что 3 дня не выходили из отеля, занимались физической подготовкой в отеле. И сейчас начинаем уже серию товарищеских игр. Вообще прекрасно. Вообще, как вас вообще встретили, начиная с аэропорта и до гостиницы, как вас вообще встретили? Во-первых, хочется сказать, что у Мухаммедана одни из самых ярых таких болельщиков, интересных болельщиков, сложных болельщиков, которые хотят побед и требуют от клуба постоянно какие-то соревнования выигрывать. В принципе, в Индии существуют ограничения на то, чтобы собиралось большое количество людей, но несмотря на это, когда я прилетел в Калькутту, я летел рейсом Москва-Дели, в Дели я немножко подождал рейса на Калькутту в аэропорту, и когда я прибыл уже непосредственно в Калькутту, меня ждало большое количество болельщиков, которые преподнесли мне национальные индийские сувениры, вымпелы, атрибутику клуба. Тут же состоялась и пресс-конференция, и руководители клуба меня встречали. То есть прием был очень теплым. Они, конечно, все задавались вопросом, что ждать от команды в предстоящем сезоне.
Вот, все хотят побед, например, вот эта национальная лига, чемпионат штата, чемпионат Калькатты, команда не выигрывала уже 40 лет. И, конечно, для них сейчас в этом сезоне жизненно необходимо добиться победы. Все для этого делается, созданы прекрасные условия для команды. Андрей Алексеевич, очень много вот поворотов в футболе произошло, и главное, который вот все вот знают, весь мир уже взбудоражен, это уход Лионеля Месси из Барселоны. Как вы восприняли эту новость? Ну, наверное, тоже это была неожиданность. Мы все привыкли к тому, что Барселона, Лионел Месси – это неотделимое целое, что он начинал в Барселоне, и он завершит свою футбольную карьеру в этом клубе. И сложно было представить, что он перейдет куда-то. Но это случилось, таковы сегодняшние условия, что есть какой-то клуб, которому ты отдаешь силы, отдаешь мастерство, ты приносишь трофеи, и клуб тоже верит в тебя, рассчитывает на тебя в будущем, но в какой-то момент происходят вот такие вот ситуации, когда игрок и клуб понимают, что они не могут дальше быть вместе, не могут договориться либо о финансовых условиях, либо о каких-то других моментах. Ну, наверное, сейчас многие будут говорить о том, что Месси принял предложение другого клуба в силу каких-то лучших финансовых составляющих, но, может, мы не знаем о том, какие разговоры были между Месси и президентом, какие-то Месси, может быть, просил усиления состава для того, чтобы в очередной раз выиграть Лигу чемпионов, и клуб не мог на это пойти и не гарантировал того, что команда сможет бороться за эти самые большие трофеи в будущем. Нельзя только говорить о финансовой составляющей, что вот он такой-то, сейчас он там большие деньги получит в каком-то другом клубе, ему наплевать на Барселону. Я думаю, то, что он заплакал в начале пресс-конференции, говорит действительно о том, что он покидает родной дом, покидает его с сожалением, но таковы условия, когда просто не видит он будущего вместе со своим клубом и уходит. В плане маркетинга, что потеряла испанская Ла Лига? Ну, я думаю, что многое она потеряла, ведь такие знаковые игроки, как Роналду и Месси, они привлекают спонсоров, они привлекают инвестиции, они дают толчок развитию клубов, они дают толчок развитию всему тому футболу, где они находятся. И сейчас, конечно, многое будет потеряно и в зрительской аудитории. Представляете, да, есть болельщики клуба, но есть действительно персональные болельщики игрока. Их не только в Испании, их по всему миру очень много, и они, наверное, переключатся уже на другой клуб, в котором окажется их кумир. Я думаю, что в ближайшее время трудно будет восполнить этот пробел руководству Ла Лиги, и потери будут достаточно ощутимыми. Да, конечно, очень будет плохо, потому что противостояние Реала Барса невозможно будет представить без Лионеля Месси. У меня только такой вопрос. В российском футболе тоже, если вы следите за ним, вот стартовал чемпионат России, уже третий тур. Вчера Спартак проиграл Нижнему Новгороду. На ваш взгляд, что происходит с Спартаком? Приглашен очень известный специалист Руй Витория, но игры показывают, что у Спартака очень много вопросов. В чем причина? Ну, как бы, наверное, жестко я сейчас не выразился, и, может быть, многих болельщиков «Спартака» мои слова покажутся, может быть, такими жесткими, но происходит настоящий цирк. У меня просто нет другого слова, когда жена или спутница владельца клуба на протяжении
достаточно долгого времени критикует тот клуб, в котором ее муж или спутник хозяин этого клуба. Мне как-то это вообще смешно выглядит, согласитесь. Я понимаю, если бы они расстались, и там женская какая-то обида, но когда ты, жена или спутница, должна поддерживать во всем своего мужчину, там, невзирая ни на какие сложности, а происходит какой-то непонятные вещи, и как на это смотрит сам мужчина, тоже реагирует, мне тоже непонятно. Поэтому, настоящий цирк, а вы знаете, когда что-то неважно там наверху в руководстве, то это потом переходит и дальше, и в конечном итоге сказывается на игроках, которые находятся тоже в полном недоумении. Окей, Андрей Алексеевич, и я вам хочу сказать огромное спасибо, что были вместе с нами в прямом эфире. Вам желаю удачи в чемпионате Калькутты, в чемпионате Индии. Успехов вам, и ждем не дождем, когда заголовки российских изданий будет написано: Андрей Чернышев, главный тренер одного из российских футбольных клубов. Вам огромное спасибо. Всегда рад принимать участие в вашем прямом эфире, потому что у вас действительно очень интересные, профессиональные вопросы. Вы меня знаете, я всегда доступен, всегда рад. Будем на связи. Вам желаю, самое главное, здоровья и всего самого наилучшего. До свидания. Спасибо. Спасибо. Рад вас приветствовать. Как в городе Ташкенте и как ситуация обстоят с коронавирусной инфекцией? На самом деле, что касаемо коронавируса, тут на самом деле все очень просто. Люди ходят, люди радуются. Конечно, никто не отменяет элементы, так скажем, гигиены. Все ходят в масках, соблюдаются соответствующие правила. Но в целом, как мы видим, коронавирус пошел на спад, и центральноазиатский регион в этом плане даст фору многим регионам нашей планеты Земля. В этом плане все, слава богу, все более-менее стало спокойно. И таким, конечно, я знаю, что мы хоть и находимся в регионе Центральной Азии, но чемпионат Европы для нас интересен тем, что играют звезды мирового футбола. Вообще сыграно уже 4 матча. Кто из них по прошедшим играм, что вы можете прокомментировать? В первую очередь, конечно же, событие, которое произошло в матче Дания-Финляндия, все мы прекрасно это видели, что стало с Эриксоном, лидером датской сборной, прямо будем об этом говорить. Если честно, был полнейший шок. И то, что с ним произошло, просто-напросто затмило матч открытия, затмило все это ожидание от чемпионата Европы по футболу. И просто-напросто тяжело было смотреть на эти кадры. Но, слава богу, что все в этом плане нормально. Да, но по ситуациям, когда смотрели, там было непонятно. Да, он бежал, и резко ему стало плохо. Да, никаких столкновений не было, да, по ходу игры? Человеку резко стало плохо. В принципе, никаких столкновений не было. Это действительно так, как вы и говорите. Просто-напросто сам шел, упал. Сразу же вспомнились те моменты, которые происходили с другими футболистами. Антонио Пуэрто, который тоже потерял сознание, Марк Вильям Фойе и футболист из Венгрии, я извиняюсь, врать не буду, я его имя сейчас не помню, который играл за Бенфику, молодой футболист. Конечно, в этом плане всегда очень такие вещи происходят неожиданно, и такие случаи были и в Узбекистане, а если быть точнее, с легионером, который выступал долгое время в чемпионате Узбекистана, он уехал в Малайзию, и там он уже умер от остановки сердца. Недавно, сразу же после этого момента, я созвонился с нашим доктором нашего клуба, Аброром Пириевым. Он находится в стане национальной сборной Узбекистана. Они проводят свои матчи отбора на чемпионат мира. И я сразу же с ним созвонился, поговорил об этой всей ситуации. И в скором времени на наших площадках клуба также выйдет комментарий по этому поводу. Это, безусловно, такое событие, которое происходит неожиданно, и, конечно же, не хотелось бы
дальше видеть таких видео, именно такие вещи. Я думаю, что это будет большим уроком для всех, и врачам нужно быть, как говорится, сконцентрированным. Кстати, вы вспомнили, да, очень трагичные события, которые произошли с футболистами. Это Антонио Пуэрто, Марк Фуэ. Хорошо, Евдоким, переходим постепенно от делам европейским к делам южноамериканским. Стартует еще один прекраснейший турнир, который вызывает интересы болельщиков. Это Копа Америка. Кто, на ваш взгляд, явный фаворит? И сумеет ли Лео Месси под конец уже его звездочка так постепенно уже утихает, выиграть этот турнир на уровне сборной, чтобы он смог доказать Криштиану Роналду, вот он, я, обладатель 5-6 золотых мячей, становлюсь лучшим. Ну, я бы тут отметил то, что, как по мне, это задача для Лионеля Месси наверняка уже не стоит таким особняком, который был до этого у него раньше. Да, действительно, он хочет победить в этом турнире, и задача каждого футболиста приезжать и побеждать. Тем более Копа Америка один из, если не единственный турнир, который он не смог выиграть. Здесь разве что мне более качественно выглядит состав сборной Бразилии, как по именам, так и по игре. Но если оценивать шансы Месси, на самом деле все покажет игра, все покажет тактика. Если Месси, в принципе, за последние годы в Барселоне и показывал то, что он умеет подстраиваться под тактические особенности тренеров Барселоны. А в Барселоне, сами знаете, в последние годы не один тренер работал, бывали и увольнения и так далее и тому подобное. Месси стал настоящим лидером в команде, он может играть как и на фланге, так и в центре, так и опускаться, и в этом случае все зависит отчасти также и от него, насколько он будет мотивировать сборную Аргентины, насколько сборная Аргентины будет готова ко всем матчам. Я считаю, что, разумеется, у сборной Аргентины есть потенциал, чтобы победить, это всем понятно. И тут есть, если мы выбираем между Аргентиной и Бразилией, я выбрать, к сожалению, сейчас не могу. Сейчас мне нравится больше Бразилия. Но однозначно, что вряд ли кто-то из темных лошадок Уругвая или Чили вмешается в распределение мест за титул. Вот. Но будем болеть за Лионеля Месси. Я не думаю, что у него так есть какая-то своя борьба с Криштиану Роналдо, но, тем не менее, он заслуживает победить в этом турнире как-никак один из величайших игроков нашей современности. Это безусловно. Я почему не зря это вспомнил, потому что и Лионель Месси, и Криштиану Роналдо, они на клубном уровне выиграли все, и Лигу чемпионов, и свои чемпионаты, это будет Англия, будет и Испания, но вот на уровне сборных у них никак-то не получалось. И у Криштиану Роналду, несмотря на он очень много трудится, но, к сожалению, именно вот таким большим турниром он почему-то, можно сказать, выдыхает. Вот даже фильм, который был про него снят, Роналду, после чемпионата мира, чувствовал, что Криштиану тогда был уставший, и даже он получил небольшую микротравму. И даже вспоминая Евро 2016 года, победу для сборной команды Португалии, он тоже в финальном матче получил растяжение, его даже увозили на носилках, он плакал, но вот человек выиграл, и после этого, я помню, он даже где-то в одной из социальных сетях, либо в Твиттере, либо в Инстаграме, я уже не помню, он написал, что вот, я лучший, чем ты, я не знаю, это было, конечно, всегда они шутят вместе с Лео Месси, но вы отдаете предпочтение сборной команде Бразилии в этом турнире Копа Америка, я отдам. Мне вот почему-то нравится стиль сборной команды Чили. Эта команда очень удивила меня на Копа Америка 2015 года и 2016. Они сделали такую сенсацию, дважды обыграв именно аргентинцев. Да. Пожелаем удачи сборной команде, всем участникам. Пусть, как говорится, победит сильнейший. Евдоким, итак, два последних вопроса. Вот я все время всегда забываю задавать своим гостям. Как вы относитесь к ВАР? Видео ассистент рефери.
очень такие спорные моменты бывают. Кто-то за, кто-то против, кто-то говорит, что ВАР убивает футбол, кто-то говорит, что ВАР нужен футболу, как в хоккее. На ваш взгляд, ВАР убивает футбол или нет? Вообще издревле существовала такая вот знаменитая фраза, которая актуальна всегда и везде, что народ требует хлеба и зрелищ. А зрелище для чего? Чтобы насладиться какими-то эмоциями, получить эмоции и это все обсудить. И в плане события конкретного, как ВАР, на самом деле я ожидал, что будут такие разговоры, что ВАР убивает футбол, и я находил и сторонников этой системы. На самом деле тут ничего удивительного в этом нету, но мое личное мнение, что ВАР нужно немного усовершенствовать, и если будет такая возможность хотя бы сделать на каком-то полуавтоматическом режиме, исключив какую-то, так скажем, исключив какие-то долгие просмотры арбитрами, но в целом, если выбирать между двумя вариантами да или нет, то ВАР, безусловно, это да. ВАР нужен футболу. И на самом деле ошибок стало гораздо меньше. А то, что люди говорят о том, что ВАР убивает футбол, футбол стал медленнее. На самом деле, если смотреть по той же Англии, где ВАР ввели, если не ошибаюсь, Англия была одной из первых стран, где ввели ВАР, футбол от этого медленнее не стал, команды также играют в атаку, показывают очень красивый футбол. Я, безусловно, когда натыкаюсь на АПЛ или заранее смотрю английский футбол, я радуюсь, я восторгаюсь теми командами. И тут, мне кажется, более важен фактор усовершенствования этой системы. Но в целом, скорее да, чем нет. ВАР нужно оставлять, просто немного нужно поменять. Вот я, насколько знаю, в этом сезоне в чемпионате Узбекистана ВАР ввели. Если не ошибаюсь, правильно? Да, ВАР ввели. Стало ли меньше судейских ошибок? На самом деле, если мы говорим о ВАР, что тут стоит отметить также и немножко такие ментальные межличностные отношения в постсоветском пространстве, то, как люди обычно реагируют, то, как это все обсуждается. В России тоже недавно ввели ВАР, а там, тем не менее, разговоров меньше не стало, судейских ошибок меньше не стало. И в России порой не всегда вообще смотрят ВАР, когда это надо, а бывает, что наоборот, когда не надо, смотрят. Что касаемо Узбекистана, да, в нашей Суперлиге он уже введен, он был введен еще в конце прошлого года, когда пользовались системой ВАР в Кубке Узбекистана. В этом году даже на нашей команде ВАР попадался 3 или 4 раза, если я сейчас не ошибаюсь. И ВАР уже стал поводом для скандала в матче Навбахор-Пахтакор, когда в Намангане играли две команды, и там болельщики просто-напросто взяли и обступили арбитра всей толпой, когда он смотрел за каким-то моментом, если не ошибаюсь, связанным с пенальти. Но тут стоит отметить отчасти экспрессивность наманганских болельщиков, они, в принципе, всегда такие были эмоциональные, тут в этом плане ничего такого удивительного нету. В целом ВАР действительно нужен. Я часто встречал, как среди коллег, так и среди представителей других команд, мнение о том, что ВАР убивает футбол, ВАР не нужен. Ну, как правило, среди представителей более старшего поколения были такие слова, что ВАР убивает футбол. Отчасти они действительно правы, но тут стоит помнить, что если ВАРом правильно распоряжаться, причем неважно, это мы где находимся, в Англии, в Таджикистане или в Узбекистане, то тут, если ВАРом правильно распоряжаться и полностью, так скажем, сделав правильное взаимодействие между арбитрами и ВАРом, то тут, мне кажется, можно достичь больших успехов и в плане улучшения судейского качества. Пока оно не самое лучшее у нас в стране, несмотря на то, что у нас есть такой человек, как Равшан Эрматов. Но, тем не менее, Узбекистан в этом плане идет в правильном направлении, и я думаю, что все привыкнут к этой системе, как болельщики, так и все специалисты, сотрудники футбольных клубов.
спортсмены, разумеется. Опять-таки, я процессирую свои слова, ВАР скорее он в пользу, чем во вред. Но в каждой стране есть свои особенности, разумеется, и в Узбекистане она такая. Ну да, вот вот вы напомнили матч Пахтакор-Наманган, да, который проходил, да, в Намангане. Вот, я помню, да, и в социальных сетях, и в Фейсбуке очень сильно писали, даже болельщики кидали камнями и различными предметами. Да. И после матча, и уже после выхода из стадиона они кидали. Я помню, это очень скандальный матч. Я помню, что даже вот первые вот эти матчи чемпионата Суперлиги Узбекистана проходили с большим скандалом, особенно матчи с участием команды, такой молодой команды, как Турон, где вот, я помню, главный тренер очень сильно раскритиковал судью, его даже дисквалифицировали на 2 или 3 матча, я помню, за вот такое оскорбление в пользу судей. А вообще, вот, Евдоким, вот, как вы сказали, ВАР в Узбекистане введен, бюджет кому обходится? Самим клубам или же это все оплачивает Ассоциация футбола Узбекистана? Тут на самом деле стоит сказать следующее, что клубам это никак не обходится, просто в день игры привозят определенную аппаратуру, ее устанавливают, и, соответственно, за счет, врать не буду, либо это ассоциация, либо это профессиональная футбольная лига. Честно говоря, я в такие тонкости не вдавался, из-за того, что это никак не было связано с моей работой. Но, тем не менее, клубы за это никак не платят, и это очень хорошо, что хотя бы начали в одном туре по 1, по 2 матча брать и работать с системой ВАР. Но, опять-таки, здесь надо научиться также психологически работать со всеми судьями, чтобы они умели работать под давлением. У нас, к сожалению, такое бывает, что не все умеют работать под давлением, арбитры. Это человеческий фактор, но, тем не менее, в данном случае я бы сказал, что немного не помешало еще больше работать с арбитром над этой системой, улучшать себя в первую очередь, а дальше уже не будет никаких разговоров ни со стороны болельщиков, ни со стороны представителей футбольных команд. Окей, у меня, поскольку мы завершаем наш сегодняшний прямой эфир, у меня последний вопрос о сборной команде Узбекистана. Ей буквально предстоит сыграть свой последний матч на отборе к чемпионату мира, 2-й раунд. Такой централизованный, как сделали в АФК в Саудовской Аравии. На ваш взгляд, сможет ли подопечный Вадима Абрамова обыграть сборную команду Саудовской Аравии? Ну, тут, знаете, тут стоит выразить благодарности в кавычках сборной команды Северной Кореи, которая просто взяла и запутала всем карты. До этого Узбекистан имел отличные шансы, в условно 85% выйти в следующий этап, финальный этап. Из-за того, что очки с аутсайдерами теперь вычитаются, сборная Узбекистана осталась не в самом таком хорошем положении, учитывая то, что Узбекистан проиграл и Палестине, и так скажем, не всегда побеждал те команды, которые должен был обыгрывать. Вот. Если говорить о шансах, опять-таки все зависит от этой таблицы, от распределения вторых мест, войдет ли туда Узбекистан. Тут стоит пристально понаблюдать за игрой Саудовской Аравии. Пока саудиты смотрятся предпочтительно, у них интересный футбол. Я наблюдал пару матчей этой команды. Пока я не вижу тех предпосылок, по которым Узбекистан сможет навязать свою игру. Пока у нас есть некие проблемы в реализации атак, и даже Эльдор Шомуродов не всегда помогает. Чувствуется некое недопонимание в командных действиях. Да и матч с Йеменом показал, что высококлассная команда априори, она должна обыгрывать такие команды, как Йемен, с более крупным счетом, не мучившись. Все даже доходило до того, что в матче с Йеменом мы и сами могли пропустить мячи, и лишь пенальти, который, к слову, является на самом деле спорным, принес нам победу.
А так могло бы быть все гораздо по-другому, и тут пускай закидают камнями, но пока нам есть что улучшать. Ну и в этом плане мы немного схожи со сборной России. То, что у нас есть определенные проблемы, над этим нужно работать. Да и тем более оба главных тренера с усами. Значит, нужно брить усы, я не знаю. Окей. Евдоким, мы можем часами с вами болтать, вы очень хороший собеседник, вам огромное спасибо, что согласились. Вам еще раз спасибо. Спасибо. Я наблюдал, на самом деле, за Истеклолом и был приятно удивлен, так как я не имею больших познаний в футболе Таджикистана, но, разумеется, кроме того, что в Таджикистане в советское время был прекрасный коллектив «Памир», и в нашей команде молодежного локомотива Ю-18 тренирует бомбардир этой команды Вазген Манасян, который является в Памире известным человеком того времени. Но, тем не менее, я был приятно удивлен, что команда показывает хорошую игру. Я знакомился с составом, смотрел в интернет-сайтах, ознакомился с Истеклолом. Не буду скрывать, я не всех там узнал. Я даже больше скажу, большинство футболистов я не узнал. Но понаблюдав за командой, я увидел то, что у нее есть какой-то почерк, и командная работа вкупе с тренерским штабом делает свое дело. Я желаю Истеклолу дальнейших побед, как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Это действительно творится история в таджикском футболе. И также я обратил внимание на то, что команда... Точнее, на то, что в Таджикистане также проводятся и международные турниры. Был тоже этому приятно удивлен. Сейчас у вас играют женские сборные на Кубок Центральноазиатской ассоциации футбола. Желаю удачи таджикскому футболу и большое спасибо, что меня позвали. Всегда рад. Спасибо большое, Евдоким. Дорогие друзья, у меня в гостях был автор блога на интернет-сайте sports.ru, пресс-атташе футбольного клуба «Локомотив Ташкент» Евдоким Раимов. Евдоким, удачи вам, успехов! Друзья, это был первый выпуск спортивной программы «Арена». Ждите новых выпусков. Любите спорт. До будущих побед, друзья!